Республика завершает подготовку к осеннему призыву в армию. Он наступит 1 ноября. Сколько молодых людей отдадут свой долг Отечеству в этом году, республиканский военкомат пока не уточняет. Накануне в муниципалитетах состоялись инструкторско-методические сборы врачей медкомиссий. Специалисты и медики обсудили с коллегами нюансы предстоящей процедуры. Евгений Ракин о здоровье призывников на примере Ухты. Больным в армии не место, говорят военные врачи. Оттого процедура медосвидетельствования, пожалуй, самый важный этап во всей призывной кампании. Ежегодно республика отправляет на срочную службу тысячи молодых людей. И в том числе от вердикта врачей зависит, в какие войска они попадут. Специалисты отмечают, в общероссийской статистике по состоянию здоровья призывников Коми уверенно держит средние позиции. Мы не отстаем от других, но и не впереди, где-то в середине. Поэтому надо стремиться к лучшему. Поэтому я думаю, что в этом году у нас показатели будут лучше, чем у других субъектов. Тем не менее, снижение годности к военной службе наблюдается. В прошлом году спад составил примерно 5 с небольшим %. Всего на обследование было направлено почти 2000 человек. В Ухте примерно четверть призывников. Основные заболевания, с которыми нам приходится встречаться, это артериальная гипертония, это заболевания дыхательной системы, бронхиты хронические, это заболевания мочевыделительной системы, это неврологическая патология и ряд других заболеваний. Но, несмотря на довольно дотошное обследование, иногда врачи ошибаются. Так, в прошлом году со сборного пункта вернулись назад 92 человека. Впрочем, это вдвое меньше показателей 2012-го. Некоторые призывники решения медкомиссии обжалуют через суд и довольно часто выигрывают. При повторном обследовании выясняется, молодые люди правы. Это не значит, что врачи-специалисты на местах имеют не соответствующую квалификационную категорию. Просто на этих врачей-специалистов по новому положению, ну и по старому положению, которое действовалось, приходилось больше половины приказа статей по патологиям. То есть объем очень большой, где-то может в человеке ошибиться. Человеческий фактор исключить когда нельзя. Работа над ошибками идет. Ухтинские медики увеличили сроки приема анализов и даже высвободили для процедур отдельный кабинет. Кроме того, узкие специалисты принимают призывников в приоритетном порядке. Были специально заранее и сейчас в этом году зарезервированы номерки на обследование в большом количестве. И «Зеленая улица» в виде специалистов. Специалисты их также принимали без очереди. Кроме того, этих призывников сопровождали наши медицинские работники, работники моего отдела, которым я руковожу, Ухтинский территориальный отдел организации здравоохранения, для того, чтобы это было и понятно для тех людей, которые тоже стоят там в очереди. Обсудили военные врачи и изменения нормативно-правовой базы. Например, анализы на ВИЧ-инфекцию и гепатиты Б и С теперь в списке обязательных. Но проводить такие исследования пока возможно не во всех лечебных учреждениях. Евгений Ракин, Юрий Еглов, Евгений Садыков, Антон Никонов, телеканал Юрган, Ухта.